Добрый день, в эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев. 6 сентября состоится матч отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года между командой Шотландии и сборной России. Встреча пройдет 6 сентября в шотландском Глазго. Матч начнется в 21:45 по московскому времени. А 9 сентября российские футболисты в Калининграде встретятся с командой Казахстана на стадионе Калининград. Начало также в 21:45 по московскому времени. Сборная России занимает второе место в отборочной группе, набрав после 4 матчей 9 очков. Лидирует команда Бельгии – 12 очков. На третьей строчке располагаются казахстанцы с 6 очками. Сборная Шотландии идет четвертой, также 6 очков. Пятое место занимает сборная Кипра. У них 3 очка. Замыкает таблицу команда Сан-Марино с нулевым показателем. 5 медалей, в том числе 4 награды золотого отлива, выиграли юные спортсмены сборной Якутии в турнире по вольной борьбе на ежегодных международных детских спортивных играх в Чите. На читинском ковре лицом к лицу встретились команды Забайкальского края, Республики Бурятия, Китая и Якутии. В 5 весовых категориях за звание лучшего борца состязались 63 спортсмена. Турнир объединяет спортсменов от 14 до 16 лет. Состязания по 11 видам спорта прошли с 19 по 24 августа в столице Забайкальского края. Во время летних каникул спортсмены не отдыхали, а были на сборах. В июне сборная Якутии тренировалась на базе училища Олимпийского резерва в Якутске. В июле прошли второй этап подготовки на базе Олимп в Амгинском улусе. Теперь наша команда готовится вылететь в Дагестан для прохождения третьего этапа учебно-тренировочных сборов. Российская дзюдоистка Наталья Кузютина принесла сборной России на чемпионате мира, проходящем в Токио, первую медаль. Спортсменка завоевала серебро в весовой категории до 52 килограмм. Наталья стала первой россиянкой в истории чемпионатов мира, сумевшей подняться на вторую ступень пьедестала. Серебро Кузютиновой можно по праву считать наивысшим достижением в истории российского женского дзюдо на чемпионатах мира. 30-летняя Кузютина трижды становилась бронзовым призером чемпионатов мира. Также она является бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Последний и единственный раз в истории женской сборной по дзюдо серебро завоевывали в далеком 1989 году. Советская спортсменка Елена Петрова в весовой категории до 61 килограмма. Золотых же медалей на чемпионатах мира советские и российские дзюдоистки пока не выигрывали. Женская сборная России обыграла команду Швейцарии во втором матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу. Встреча прошла в Братиславе. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу россиянок. Чемпионат Европы проходит в 4 городах – Братиславе, Анкаре, Будапеште и Лодзи, Польша. Участие в соревнованиях принимают 24 сборные, разделенные на 4 группы по 6 команд. По 4 лучшие сборные из каждой группы выйдут в плей-офф. Чемпионат Европы завершится 8 сентября. Женская сборная России на европейских первенствах побеждала 6 раз. Трижды команда становилась бронзовым призером соревнований. Российский летчик завоевал золотую медаль на чемпионате мира по высшему пилотажу в классе Unlimited, проходящем в Шатару. Об этом говорится в сообщении Федерации самолетного спорта Москвы. Золото завоевал Михаил Маместов за темный комплекс упражнений. Набор фигур становится известен лишь накануне выступлений спортсменов перед вылетом. Ранее Маместов завоевывал на этом чемпионате серебряную медаль в так называемой известной программе, которую спортсмен отрабатывает задолго до соревнований. Маместов – 5-кратный абсолютный чемпион Европы и первый и единственный 3-кратный абсолютный чемпион мира. Чемпионат проходит один раз в 2 года. В этом году в соревнованиях приняли участие 18 стран. На этом у меня все. О самых ярких и важных спортивных событиях в Якутии и в мире смотрите в следующих выпусках.